К сожалению, глобализация в нынешнем ее состоянии, когда стираются национальные, прежде всего, границы, национальный колорит, культура народная, все это нивелируется. И прежде всего религия, вера в Бога, она остается где-то на задворках, на задней части нашего общества, и о ней почти никто не говорит или говорят так, когда от случая к случаю. Поэтому вот сегодня, наверное, когда христианские ценности – это вера в Бога, это совестливость, это семья, это любовь к родине, это патриотизм. Вот эти моменты глобализация нивелирует. Церковь всегда стояла перед вызовом и языческого мира, сегодня секулярного мира. Но церковь всегда говорит об одних и тех же ценностях. Это прежде всего вера в Бога. Прежде всего вера в Бога, которая должна быть свободно принята, с достоинством, не верить во что-то, какое-то непонятное существо или еще куда-то, а действительно вера в единого Бога, принятая в свободе, с достоинством. Такая вера рождает любовь. Такая вера с любовью рождает стыдливость, совестливость. Совесть – это почти сегодня категория забытая, устаревшая, говорят. Целомудрие, уже давно ушедшее в историю слова. Наша молодежь, она поражена таким, знаете, вот невежеством, я бы сказал, во многих вещах. И, может быть, не молодежь-то и виновата. Вы посмотрите сегодня, насколько образован ученик Соединенных Штатов или Германии. Они же не знают совершенно, кто такой Адольф Гитлер и кто такой Сталин. Я спросил одного мальчика в Москве, маленького, у памятника Ленину, а кто это? Да я не знаю, может быть, митрополит какой-то. Вот такое у нас сегодня образование. А уж в деле религии, а в деле веры мы вообще уже, так сказать, темны и не знаем, где правое, где левое, как Исаия пророк, хромаем на оба колена.